Всем привет, дорогие друзья! Осень – прекрасная пора. Для кого-то это время творческого вдохновения, для кого-то это время некой осенней хандры и депрессии. Ну а мы сегодня будем говорить об этом прекрасном времени года с точки зрения созидания. То есть мы сегодня будем творить. И почему мы выбрали именно осеннюю тематику? Да потому что сегодня мы будем делать очень интересную вещь, которая в этот сезон актуальна как никогда. Но обо всем по порядку. Для начала знакомьтесь, рядом со мной находится Мария Куницкая. Мария Куницкая, да, это человек у нас талантливейший, мастер на все руки. Вот как раз-таки про создание, творение. И это вот все осенние детали домашнего уюта. Да, вот это все к ней. Да. Маш, рассказывай, что мы будем сегодня делать? Ну, ты даже знаешь, что я очень люблю вторсырье. Опять мы будем использовать, так сказать, момент переделки старых вещей, которые не нужны, во что-то новое, полезное и греющее в прямом смысле и согревающее душу. Мы будем делать пледик, вот именно пледик, потому что размер его будет небольшим. Это такое изделие, которое можно будет накинуть на плечи, где-то посидеть, может быть, возле костра. Или вот сейчас такая пора, когда еще кто-то делает шашлыки, вроде в куртке выходишь и так накинуть на куртку, ну как-то немножечко согреться, чтобы не одевать на себя всю одежду, когда ты выходишь из дома, а чуть-чуть переутеплиться. Или, опять же, если прохладно дома, открыть форточку, посидеть, так сказать, с чашечкой кофе. С чашечкой кофе, совершенно верно. И укутанной в пледик. В пледик. Размер его будет 1,05 м на 1,5 м. Это такой размер, который даже вот часто фирмы, которые мы не можем сейчас произносить, которые были на территории России, скандинавская фирма, она очень часто использует, они продают такие небольшие пледы, их даже можно назвать палантин, наверное. Слушай, ну у меня сразу на ум приходит вот детский пледик. Совершенно верно. А этот детский пледик... А ребенка полностью укутаешь, да, понимаешь? Ну, пока он маленький. Да. Затем он становится старше, этот пледик переходит даже к взрослым, и ты уже его все никак не можешь выбросить. Да, и вот да, с ним да, в путешествие, в машине, в самолете достал, быстренько укутался. Но мы сегодня будем делать пледик, как уже сказала Мария, из вторсырья. Это то, что, вот, допустим, ну, все, наверное, нормальные, адекватные хозяйки начинают перебирать вещи на зиму, когда вот ты выбираешь что-то и явное, что-то там маленькое, что-то уже, господи, смотришь, сколько лет можно это вот держать. Из таких вещей мы отберем как бы куски нормального материала, и из них будем в стиле пэтчворк, но крупного пэтчворка делать изделия. Вот, значит, сначала мы сделаем шаблон. Я взяла шаблон лист А4, но мы из него сделаем квадрат. Нам понадобится именно квадрат из листка А4. Ну, то есть вот, даже линейка не понадобится. Да, не нужна, как можно проще. И я еще хочу сказать, что у него будет такой настоящий стиль handmade, чтобы в пледе присутствовала такая некая небрежность. Я потом объясню, для чего это. Очень интересно. Прямо, знаете, очень вкусно рассказывает Маша. Да. Вот нам нужно вот такой размер квадрата. По нему мы будем вырезать детали. Вот, допустим, ну, к примеру, вот у меня остался, что-то я делала из свитшота, да. Рукав был не нужен. Опять же, мы сейчас его сделаем в нужную нам величину, отрезаем по шву. Такой яркий цвет еще, да? Ну, как правило же, да, да? не застиранные. Вот, видите? Вот, идеально. Мы сейчас подобьем, вот, и ищем, как можно экономнее делаем. То есть из этого кусочка еще что-то? Конечно, конечно. Еще один квадратик? Нет, вы знаете, что еще можно сделать? Вот есть интерьерные подушки, которые мы часто думаем, чем же нам их забить? Можно использовать как раз-таки ветошь какую-то ненужную. Очень мелко нарезаешь, так, сделаем с припуском в сантиметр. Все на глаз, не надо ничего Нет, терять. я советую не делать. Здесь приблизительно мы расставим. Потом объясню почему. Потому что мы будем швы перекрывать другим материалом. Мне кажется, это замечательная идея для работы с ребенком. Абсолютно. Потому верно. что здесь есть право на ошибку, можно... Да, вот я тоже хотела сказать. Да, так. можно ошибиться, чтобы плед не потерял какой-то такой
местечковости, такой какой-то милашности, когда вот можно действительно, как ты правильно сказала, право на ошибку. Ну и как обычно в нашем случае у нас есть Джонни, сделай мне монтаж. Вот, значит, у меня есть заготовки уже. Все, ну в общем, вот это свитшот. Да. Все понятно. Мы Это, вот даже теперь я вам даже прямо расскажу. Вот Давайте. это была футболка. Я и делаю акцент, знаете, на что? Чтобы все-таки это были вещи трикотажный. Я объясню почему. Потому что плед, чтобы он создавал не жесткую такую, значит, ну, структуру, а немножко облегал и свисал, чтобы была хорошая. Это была футболка старая. Понятно. Да, даже тоже какая. старая футболка. Вот это было детское платьице. А все понятно тоже. Халатик детский, Да, домашний, халатик. по-моему. Видите, Вот, смотрите. я отрезала, вот обратите внимание специально, отрезала, чтобы был шов остался, не стала распускать его. Тоже там, Подол, да. то есть. это, Подол. видимо, да. Значит, вот таких. Платье таких. домашнее. Это дальше. были какие-то детские ретузики, тоже квадрат. Видите, не совсем он прямо тут с полосочки. Вот это был старый флисовый шарфик, край у него остался вот таким вот. Оверлок, да? Вот эти были, тоже обратите внимание, Леггинсы. леггинсы. Под джинсы. Да, под джинсы остался шов. Тоже не страшно, все это не принципиально. Вот. То есть, таким образом, вот обратите внимание, мы нарезали тоненькие, толстенькие. Вот это были какой-то спортивный костюм, который... Да. Сразу по фактуре понятно. Да, он был мягкий. Главное сейчас нам по цвету, ну, то есть колеровку сделать, разобрать, так сказать, по цветам. А чтобы они не здесь повторяли. какая-то Да. логика должна быть? Да, нет, ну, чтобы хотя бы не синий, не вот так два не встречались, я вот к чему. Ну, чтобы давайте хотя бы в шахматном порядке, чтобы вот так два у нас рядом не стояло, мы чередовать будем. Маш, а что касаемо вот фактуры? Здесь у нас полностью ХБ, здесь у нас это хлопок, вообще-то хлопок у меня здесь. Флис. Вот флис это синтетика, но Это не повлияет на не сборку? повлияет. Все эти ткани можно стирать при 30-40 градусах, то есть вместе стирку они выдержат. Больше того, они же у нас прошли время, они уже поменяли цвет свой, лишние красители ушли. Это такие вот намоленные вещички были, понимаете? Ну, ты знаешь, потом в этом пледике, укутавшись, лежать и вспоминать. Так, этот костюм мы покупали в магазине на распродаже. Это купили в Турции. Это бабушка подарила на 2 годика. Поэтому я говорю, милота. История, Да, плед-история. плед-история, да. А еще бывают же, знаешь, футболки, где принты центральные. Можно прямо... Вырезать. Да, можно сделать из футболочных принтов. Посмотрите, а здесь вот вырезали штанишки-то с лампасами. Да, У всех тоже есть остались. лампасы. Это пижама, кстати, была. Пижама с лампасами, лампасы остались вот здесь. И то есть это уже декор, который Да, не это надо будет такой прошивать. моментик какой-то будет, такой игровой. Ой, вообще, просто красота. Вот, значит, ну, теперь, значит, шить мы будем блоками. Соединять будем косой бейкой. А под низ мы будем, вот еще минутку, можешь дать мне, пожалуйста, Даша? Мы используем, опять же, только вторичный ресурс. Это была простыня, которая... Износилась? Нет, к сожалению, не износилась. Она претерпела взрыв аккумулятора. Дома взорвался аккумулятор, вот, и вот что случилось. Все понятно. Но она нормальная. Ну и опять же говорю, вот нам нужно подбить вторую сторону, тоже ХБшный материал. Я категорически вот советую делать именно ХБшный, потому что все-таки вещь, которая будет натуральная, она будет приятна к телу, к лицу. Так, и вот, значит, второй момент. Из этого мы будем делать нижнюю часть. Если она полностью не подойдет, мы будем большие квадраты брать. И еще один момент. Нам нужно для стыковочного момента взять полоску, причем мы будем ее даже не резать, сейчас я покажу. Вот она у нас. Мы будем... Это для... Так, где мне нужен цвет? Ты уже их успел убрать. Да. Так, ну где-то вот так вот рвем такие вот штучки. Вот. Сейчас объясню, для чего это. Это будет, ну, я опять, конечно, я шью давно, и я как бы профессионал в этом деле, мне не нужно там сметывать или что-то, я даже иногда булавками не скалываю. Сейчас, это чтобы нам собрать блок, пока мы убираем это, нам это не нужно, нам нужно будет вот этот материал и косая бейка. Вот единственное из того, что в этом пледе я приобрела, это косая бейка. Все остальное это было сделано из того, что мне нужно выбросить, но поскольку
природу надо беречь, мы не будем выбрасывать, мы будем переделывать. Да и времена тяжелые Да, и настали, времена, надо да, совершенно. экономить на всем. Вот, мы берем машину и теперь формируем блоки. Пока я сделаю блоки 4 на 4, ну, делаем 2 и 2. Значит, берем, давайте сначала возьмем Цвет? цвет, давайте вот так вот синий возьмем и этот. Да. Значит, что мы делаем? У нас заправлены белые нитки. Значит, первое мы кладем вот эту подложку. Можно пока, чтобы она заступала. Пока Берем- это называется подложкой. Да, это подложка для стачивания. Ну, я, наверное, буду все-таки вот так вот делать. А, на эту Да, подложку... она будет создавать прочность шва. Швы мы в стык сделаем и сверху перекроем их косой бейкой. А, то есть они должны... Нахлест не надо? Нет, нет. Ну, если получится, они будут, ну, не совсем режется часто. Трикотаж, он же раскраивается у нас по принципу машинного кроя. Не сидит человек, там не режет аккуратненько трикотаж по линии переплетения. Он режется, ну, как Бог на душу положит. Кладем, ставим строчку зигзаг. Запоминаем зигзаг. Вот, значит, шаг делаем 7 и расстояние между стежком 1,5. Ставим косую бейку. Прям поверх. Да, нахлест. И прокладываем по одной стороне бейки шов. И пошло-поехало. Строчим по краю косой бейки. Одновременно здесь у нас ничего не подтягивает. То есть мы создаем жесткость растягивания трикотажному шву. Ну, то есть, если бы от бейки оно еще может открепиться, у нас есть Да, внизу вот нижняя, эта подложка, да, которая подложка. не даст ткани выскочить в какой-то момент, там при натяжении, Да, либо еще совершенно. что-то. Мы фактически как будто бы хэбэшим, но зигзагообразная строчка, она создает эластичность. То есть мы не теряем эластичности материала благодаря трикотажной строчке. Так, где у нас ножницы? Вот это нужно. Так, здесь у нас закончена строчка, мы срезаем, разворачиваем изделие. Ну, слушай, а зигзаг еще очень симпатично смотрится. То есть это еще Декоративная декоративная строчка, строчка, совершенно. да. Вот у нас поэтому- уже прихватилось, и мы теперь второй раз делаем. Мы создаем блок. Вот в пэтчворк маленькие вот эти вот детальки, когда делаются, они создаются из маленьких квадратиков, но пэтчворк же это не только маленькое искусство соединения лоскутков, но и крупные детали могут быть. Вот сейчас мы делаем из крупных лоскутков. А вот туда пойдет скоро красненький, потом синенький. Так, сейчас мы делаем, поскольку мы делаем блок квадрат, то сейчас мы сделали пол квадрата, нам нужно сделать вторую часть квадрата. А потом их вместе соединить. Да, и у нас И все по одной и той же системе. Да. Подложка, бейка, подложка, бейка. Опс. Так, вот мы сделали. Вот посмотри, видишь, вот посмотрите. У нас получилась бейка создает декоративный элемент, строчка декоративный элемент, и одновременно сами по себе лоскутки очень яркие. Теперь мы откладываем это, мы вторую часть квадрата делаем. Опять у нас лежит, мы здесь можем уже отрезать, потому что эта часть у нас готова. Отрезаем. Так, то есть Пожалуйста, да, возьми. первый кусочек у нас, видите, это штанишки, футболка. Опять кладем подложку в виде вот этого оторванного кусочка. Берем теперь, допустим, красный материал. Поярче. Да, уже. поярче. Опять же, красный и вот эту. Там мы делали как горизонтально, здесь делаем вдоль тогда. Тоже так И же вот кладем. И опять берем сверху бейку. И брать цвета лучше брать на контрасте, да? Вот бейку сиреневую. Нет, если вам, ну, да, Дашуль, вот смотри, если ты берешь вещи, ты же не можешь подобрать вещи, которые будешь разрезать, чтобы они у тебя были прямо тон в тон. Это уже будет такой, знаешь, ну, титанический труд, я бы сказала, потому что ты будешь колористически подбирать свое одеяло. Здесь мы делаем именно такой village, деревенский стиль, когда ты пытаешься просто, чтобы в хозяйстве все сгодилось, ты делаешь аккуратно, но такое разноколористическое у тебя будет изделие. А есть ли какие-то материалы, которые категорически в подобной... Дикую синтетику Нельзя. я бы не советовала. Синтетику Конечно, нельзя. флис вроде как синтетический, но флис хорошо себя зарекомендовал, мы уже привыкли к нему. Он тепленький, мягенький. Хотя, конечно, высокие температуры стирки он не потерпит. Он не потерпит глажку.
утюгом. Это будет для него печально, он оставит прожженные следы. Там, или низкий температура. Не гладится он, но зато он тактильно очень приятен. Поэтому флис я могу посоветовать. И здесь как бы одеяло все-таки мы делаем же это не личное, не средство личного пользования, а просто, это может быть в общем доступе. То есть ты можешь это и кого-то укрыть, и сам укрыться. Там нету гигиенических четких требований такой к одеялу. Ну, стирать, да, для того, чтобы... Так, опять вот мы сделали и срезаем. И соединяем вторую часть. Вот. В принципе, здесь, как говорится, много ума не надо. Если вот... Здесь навык важен. Я бы сказала, что это, конечно, не рукодельницы, которые имеют первичный опыт шитья. Наверное, им придется подкалывать булавочками. Я могу сейчас показать, вот когда мы будем стачивать уже две этих детали, с булавочками. Либо, может быть, заранее сделать ножевульками, да? Да, с меткой. Но как бы при правильном использовании машинки не рекомендуют шитье по булавкам, потому что это травматично для иглы машинной. Так. И для... Вот посмотрите. Давай даже покажем. Вот у нас один блок получился и второй блок. Вот так его надо. Да, совершенно верно. Вот давайте, вот у нас соединить. Вот здесь я могу посоветовать взять булавочки, чтобы у нас смещение не оказалось. Но опять же, благодаря тому, что у нас будет бейка, косая вот так пройдет, мы можем, тут дикое смещение не будет заметно. У нас будет плавно переходить, оно будет перекрывать наше отсутствие. Так, и опять не забываем подложку. Вот мы сейчас снизу подложку. Нет, мы прямо к машинке. Я просто говорю, что отмеряем, мы ее сразу сюда ставим. И это будет наш первый квадрат? Да, это будет блок, из которого, значит, каждый квадрат у нас вот таких вот, по маленькой стороне у нас будет 5, а по большой стороне, по-моему, получается 8. То есть 5 в ширину, длина у нас 8 квадратиков. Я, честно говоря, сейчас надо посчитать. То есть теоретически, если вот иметь такие навыки, как у нашей Маши, то такой пледик можно сделать буквально за пару часиков. Да, 1,5 часа, если все нарезано, и шитье 1,5-2 часа займет. Несложно. В принципе, несложно, да. И вот здесь у нас получается цветовой такой яркий момент. Контраст сине-красный, да, на контрасте у нас. Так, подкладываем. Маша, как ты думаешь, а можно такие жесткие ткани взять, допустим, как кожзам, либо... Тогда у нас это будет, наверное, все-таки не укрывной плед для себя. Это, наверное, уже будет интерьерная деталь, не личного характера, потому что это какая-то накидка на кресло будет. Чем жестче ткань, тем меньше она приятно для тела. Да. То есть, в принципе, можно сделать и панно. Допустим, остались у вас штанишки кожзам, да? Вырезали квадратики, есть что-то замшевое, есть что-то... на стену, допустим, утеплить. Опять же, если мы сейчас будем... Мы же пришли к тому, что мы говорим сегодня об утеплении осеннем. Да. Если, допустим, у вас где-то холодная стена, то коврик, как, допустим, вот сахалы коврики есть, они делаются из маленьких кусочков. Лоскутная техника, она известна во всем мире. Это, кстати говоря, и родилось из-за того, чтобы быть экономными, и мастерицы, оставляя какие-то кусочки ткани от своего рукоделия, всегда опускали их в ход. Потому что, так сказать, все должно работать, чтобы было бережливо, аккуратно. И это красиво, если с умом и, так сказать, творчески подойти. Можно сделать, ковры настенные, там, накидки на кресла, но для этого берутся другие материалы, конечно. Потому что, когда ты перебираешь свои осенние вещи, там не всегда могут быть одни футболки, что-то и ненужное есть. Да, действительно, вот, допустим, если, вот, возвращаясь опять к теме того, что мы обсуждали, что это может быть некая история, можно даже вот взять и сделать пледик, и там у тебя, значит, было платье 88-го года. Да, здесь, кремплин. Да. И здесь у меня была футболочка с Олимпиады, допустим, да, все, что от нее осталось от футболочки, да. Здесь у меня было с первого моего отпуска за границей, юбка была. То есть, по сути, действительно, но не всегда все вещи имеют хороший вид, да, со временем либо какие-то вот появляются. Здесь я сразу говорю, здесь я вещи использовала, те, на которых было пятно, которые уже не вывести. Да. Если, конечно, вещи очень хорошие, я отдаю их.
ну, потому что дети у меня носят вещи очень аккуратно, и нету такой заношенности дикой. А если вот какое-то повреждение, которое не подлежит восстановлению, ну, бывает, или там товарный вид настолько испорчен, там, допустим, пролили что-нибудь, и «Мама, я сразу тебе не сказала, у меня там жирное пятно», которое, ну, есть, конечно, специфические там средства, которыми можно и застарелые пятна вывести, но здесь я вот многие вещи уже просто в утиль должны были пойти. Так, сейчас я опять ножницы я потеряла. Ты куда-то мне их убрала? Нет, 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 нет. Ну, вон они, Дашуля. Это большие? Да, это большие. они и есть. Господи, такие огромные ножницы. Но зато они очень острые. Это великолепные, профессиональные, да? Профессиональные ножницы. А как-то называются они? Нет, просто ножницы. Ножницы. Нет, может, у вас там своя терминология у профессиональных Не, ну это швей? портновские ножницы для 12-дюймовые. Вот. Есть 11-дюймовые, 10-дюймовые. А такие ножницы один раз и на всю жизнь? Они подлежат заточке, они очень качественная сталь. Они... Лучше уберем, а то мало ли. Ну, это холодное оружие. Да, это еще и можно из поколения в поколение передавать, мне кажется. Вот у нас в семье есть такие ножницы, которые... Которые вот были зеленые рукояткой? Нет, которые были чугунные. А, Это бабушкины ножницы. Вот как раз-таки они подлежат заточке, они великолепны, они до сих пор режут шифон. Что это как бы показатель. Чем лучше ножницы, тем лучше они относятся к тонким тканям. Если режет тончайшую ткань, это значит очень хорошие ножницы. и теперь у меня возникает вопрос. Вот Маша сейчас соединяет наши 4 квадратика в один блок. А по центру как она это соединит? Вот я же к вам говорю, что у нас... А, ты поверх пошла Да, просто. поверх, вот. Все у нас прям идеально вот можно Всё, показать. понятно. Так. Вот у нас совмещение будет по Крест-накрест. Бейка на бейку. бейка на бейку, да. Так, ну, строчим дальше. Сейчас... Единственный минус, конечно, когда ты шьешь на домашней машинке, у тебя домашняя машинка, у нее ограниченное пространство, вот столешницы, станины самой. Когда профессиональная машинка, она утоплена в стол, и у тебя большой стол, там, конечно, гораздо удобнее шить большие вещи, такие как одеяло или какое-то большое полотно. А домашняя машинка, к сожалению, немножко ограничивает тебя, да, в этом. Маш, ну вот мы знаем тебя как профессионал своего дела, да? А во сколько лет ты начала? 7 лет. С 7 лет? Да. Ну, то есть как в школу пошла? У меня очень хорошо шила бабушка, очень хорошо шила мама. И мне так нравилось, когда мама или бабушка сидят, вяжут, шьют. Я там все время вокруг крутилась, смотрела, подглядывала. И бабушка шила вообще великолепно. Она себе костюмы шила, она какой-то журнал увидит, там берет, покупает материал и, так сказать, рукодельница была большая. Мама мне шила одежду, у меня шикарные платья были. Но они все это делали На домашней машинке. на домашней машинке, но имели опыт, образование? Нет, Ты-то у нас никакого. образование Я имеешь. получала образование. Они нет, они были просто рукодельницы. Просто открывали Да, журнал «Бурда»? Да, нет, бабушка вообще шила, ну, во-первых, бабушка все-таки там возраст такой уже был, когда было после войны, и когда вернулся с фронта, если брат ее мужа, я не помню, кто это там, деверь и не деверь, он привез журналы из ГДР, ну, тогда из Германии, и они вот по этим журналам шили, кстати. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, вот у нас получился блок. Первый блок. Да, вот, это уже блок, в принципе, смотрите, мы можем подбить сюда что-нибудь, да, вот изнанка у нас получается вот такой. Вот та самая страховочная подложка, которая просто мы рвем, и это как-то вторичка тоже такая. Ну, мы делаем легкие. Так, смотри, а у меня возник вопрос. Вот здесь у нас где-то бывает вот так. Это не страшно. Мы же, опять же, смотри, мы с тобой перекрываем опять бейка у нее. Поверх Да, мы бейка? перекрываем, и вот эти маленькие такие неровности, вот смотри, когда мы перекроем вот так, вот, пожалуйста. Оно закроется? Да, оно закрывается. То есть вот это даже и обрезать-то не надо, да? Нет, я не обрезала, там когда Несостыковочки очень эти. сильные. Ну вот, первый блок готов. Следующий мы будем уже стачивать все квадраты, и в конечном итоге у нас получится изделие, которое будет содрано из
именно вот таких блоков, не из маленьких квадратиков, а мы должны будем собрать вот такой блок. Итак, буквально немного времени мы потратили, да, там около получаса-часа, Нет, ну больше, конечно. чуть больше, да, но за хорошим делом время летит незаметно. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет нам полностью, да, показать. Значит, мы подбили другую сторону сатином от старой простыни, закрепив, как вот старые матрасы делали, вот такими маленькими Для кусочками, чего это? чтобы вот эта часть не расходилась с... То есть наши вот эти футболочки Да, не бегали. да, не смещались. Это ХБ материал, он смешной такой, с этой стороны как матрас получается. Вот видишь? Да, кстати, вот, а так бы нам пришлось заново прошивать, да? Да, или выстегивать. Еще хуже. Стежку, как бы я не хотела изначально, упрощала до минимума. Вот, то есть у нас вот эти все кусочки наши сошлись, вот эти наши шовчики, про которые мы говорили, какие-то, значит, здесь вот у нас, ну вот наш Спанч Боб, здесь вот у нас тоже шовчик попал. То есть наши... вот эти вообще шовчики, которые остались, они даже... Они какую-то изюминку создают, да. Ну и вот я единственное, что вот, решила добавить балабошки, это вот кусочки, опять же, остатки лапши мы пришили на вот кончики, да. И у нас получился вот прям вот такой вот. Он может, ну, вот так, давай, вот смотри, можно на стульчик кинуть, сесть там на скамейку где-нибудь. То есть, придумать вещи назначения, это уже во власти самого человека. Но по мне так, это не просто пледик. Здесь действительно вложена душа. Помимо того, что все эти вещи имеют свою историю, во-вторых, здесь действительно с любовью. Вот когда ты шьешь, это же все трепетно для тебя, это же все памятно. То есть ты очень сильно стараешься, очень сильно, знаешь, пытаешься как-то подобрать, сделать лучше, лучше, лучше. И потом, получая результат, но с уверенностью можно сказать, что этот пледик отслужит еще сколько? Ну, лет сать. Лет сать, да. А потом, понимаете, опять же, плед, давайте придумаем ему еще одну. Складываем. Это может быть подушечка или валик. Ну вот, под голову валик, пожалуйста, тебе. Ну то есть это был хлам вещей, которые нам стали не нужны. А мы из них сделали, да, мы обрезали, какие-то обрезочки были, но те самые обрезки, которые отошли вот совсем в ветошь, мы можем набить ими интерьерные подушки, которые вы уже можете сшить на свой вкус. Которые также можно шить конечно. из таких квадратиков. Из квадратиков. Ну, и вообще вот это называется дачный стайл, ну, дачный стиль. Это когда ты делаешь вещь, которую не страшно испачкать. Вы знаете, много вещей, много интересных каких-то элементов декора мы делаем в рамках проекта, мы вам покажем. Но вот этот пледик запал мне в душу и останется в памяти надолго. Поэтому смело пересматриваем наш выпуск. Пледик с эмоциями и с памятными событиями вашей жизни будет согревать вашу душу и ваше тело. Абсолютно. Маша, спасибо большое тебе еще раз за прекрасный такой мастер-класс и, конечно, за твою вот эту любовь к своему делу и за то, что ты действительно зачастую даешь очень грамотные и хорошие советы по тому, как использовать уже как бы с виду-то ненужные вещи. Спасибо большое. Ну а мы не прощаемся, мы увидимся с вами. До новых встреч, всего доброго.